Кукмара. Толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара. Удобная посуда, вкусная еда. Бонджорно, амико! Приветствую, друзья! С вами снова Дьяков Дмитрий. Как вы уже поняли по моему приветствию, сегодня мы откроем кулинарную азбуку на итальянской страничке и будем изучать сладкую итальянскую кухню. А приготовим мы с вами сегодня грушевый чизкейк из сыра рикотта с ягодным желе. Для начала мы с вами сделаем основу для чизкейка. Для основы я буду использовать простое сладкое печенье, которое вы можете приобрести в любом магазине. Печенье нам понадобится 200 грамм. И измельчаем мелкую крошку. После того, как из печенья у нас получилась мелкая крошка, мы пересыпаем ее в подготовленную емкость и добавляем туда 150 грамм растопленного сливочного масла. Самое главное, чтобы не было излишнего выделения масла. Масса должна быть сухой. Когда у нас получилась однородная масса, мы пересыпаем это в подготовленную круглую форму. Я рекомендую вниз подстелить обязательно либо силиконовый коврик, либо пергамент для более удобного извлечения основы после выпекания. И равномерно распределяем по всей окружности толщиной где-то около 1 сантиметра. Самое главное, эту основу очень хорошо утрамбовать, чтобы поверхность была ровная и плотная. Наша основа готова. Теперь мы ее ставим в печь на 15 минут при температуре 165 градусов. Ну а пока запекается наша основа, мы с вами сделаем крем. Для этого нам понадобится 7 пластинок желатина. Мы их замачиваем в холодной воде. Желатин бывает двух видов: гранулированный и листовой. Я рекомендую использовать листовой желатин, потому что с ним проще работать. Замачиваем мы его на 10 минут, пока он у нас набухает. Мы сделаем с вами пюре из груши. Для этого мы возьмем груши конференц, 3 штуки. Очищенную грушу мы нарезаем на более мелкие кусочки, перекладываем в блендер и делаем пюре. Полученное пюре мы перекладываем в прозрачную кастрюлю. Мы немножечко подогреваем нашу массу. Самое главное, не доводить до кипения. Подогретое грушевое пюре мы добавляем замоченный желатин. И тщательно перемешиваем до получения однородной массы. Наш желатин растворился, мы убираем его в сторонку, чтобы он немножечко остыл, и займемся нашим кремом. Для этого мы возьмем 500 грамм сыра рикотта, положим его в миксер и 150 грамм сахарной пудры. И начинаем взбивать до получения однородной массы. В итальянской кухне очень распространено использовать сыры в десертах. Есть такие десерты, как тирамису с использованием сыра маскарпоне. Очень часто в Италии в чизкейках используют сыр рикотта. Даже всемирно известный сыр пармезан очень часто используется в десертах, таких как пармезановое печенье, пармезановый торт. Мы взбили сыр рикотта с сахарной пудрой. Получилась пышная однородная масса. Сыр рикотта мы ставим в холодное место, в холодильник, и начинаем взбивать сливки. Для этого нам понадобится 500 грамм сливок 33% жирности. Взбиваем на максимальной скорости. Рецепт этого десерта мне подсказал мой друг и наставник, прекрасный итальянский шеф-повар Ренцо Пазолини. Поработав в Италии, я проникся этой кухней, и теперь я с удовольствием делюсь своими секретами с вами. Наши сливки взбились, они получились очень воздушными. Теперь мы достаем наш охлажденный сыр рикотта, добавляем в него взбитые сливки и перемешиваем. Теперь мы добавляем сюда наше грушевое пюре с желатином. И это все перемешиваем в однородную массу. Наша основа для чизкейка остыла, она комнатной температуры. И теперь мы туда выливаем нашу массу из сливок и рикотты. Слой получится 5-6 сантиметров. Разравниваем вверх. Теперь, чтобы наш чизкейк принял правильную форму, мы ставим его охлаждаться в холодильник на 30 минут. Ну а пока наш чизкейк застывает, мы с вами сделаем ягодное желе. Для начала мы замочим желатин, 5 листочков. Возьмем ягодный джем, 200 грамм. В данном случае я использую абрикосовый джем. И подогреваю его до 70 градусов, не доводя до кипения.
И мы добавляем туда замоченный желатин. Размешиваем до получения однородной массы и откладываем остывать. Ну что, дорогие друзья, наш чизкейк застыл, наше желе тоже уже остыло. Будем заливать чизкейк. Разливаем желе по всей поверхности. Желе у нас получился слой полсантиметра. И мы доукрашаем наш чизкейк свежей ягодой. Я использую свежую смородину красную. Гуляя по улочкам Италии, я неоднократно встречал кусты свежей ежевики. Мы украсили наш чизкейк свежей ягодой, а теперь мы оставим в холодильник охлаждаться еще на 20 минут. Наш чизкейк застыл. Мы снимаем форму, убираем ее, мы отрезаем самый аппетитный кусочек. Бон аппетите! Наш грушевый чизкейк мы готовили в 3 этапа. Для основы мы запекли в духовке смешанное со сливочным маслом печенье. Крем приготовили из взбитого сыра рикотта, взбитых сливок и грушевого пюре с желатином. Верх чизкейка залили абрикосовым джемом и украсили свежими ягодами. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы с вами открывали кулинарную азбуку на сладкой страничке Италии. И приготовили с вами грушевый чизкейк из сыра рикотта с ягодным желе и свежей ягодой. Как вы уже видели, дорогие друзья, этот чизкейк приготовить дома очень легко. Самое главное – это запастись терпением. А с вами был Дмитрий Дьяков. До новых встреч. Чао-чао.